Именно здесь Ваня Фей смог написать свой бургер. Именно здесь Земфира могла поздно ночью возвращаться после училища искусств. И именно здесь Моргенштерн, возможно, получал пиздюлей, как он сам говорил в интервью. Но нет, сегодня мы расскажем об Айнуре, который написал свой хит, и мы отправляемся в Маяки. Хит «Почему так больно?». Проехав 200 километров, мы оказались в Маякинском районе. Здесь и живет наш сегодняшний герой. Население этого района всего лишь 25 тысяч людей. Осталось чуть-чуть, мы скоро доедем. Ну вот мы уже и подъехали на, собственно, в райцентр Киргиз-Маяки. Это вот тот поселок, в котором живет Айнур. Сейчас мы находимся на главной площади. Все по стандартному, обычный поселок. Видимо, там есть парк культуры какой-то. Здесь дворец культуры, в котором, собственно, и работает Айнур звукорежиссером. Хочу сказать, что ничего особенного. Обычный райцентр, обычное там, я не знаю, да, село, в котором человек родился, видимо, живет, работает. И вот благодаря своему таланту, собственно, получил работу и получает, собственно, возможность работать и, конечно же, петь свои песни. Это очень здорово, это о многом говорит, о том, что неважно, где ты в Москве, в Уфе или даже в Маяках, ты можешь написать хит, и у тебя есть шанс. Это здорово. Сейчас мы уже с ним встретимся, он уже подъезжает. Скоро мы пойдем делать все самое интересное, то, ради чего мы сегодня собрались. Вот к нам присоединился Айнур. Айнур, все ради тебя мы сегодня здесь подорвались, приехали 200 километров от Уфы. Не знаю, что за будет формат, но надеюсь, будет очень круто. И вот это вот Home, это очень тоже клево. Привет, Home. Айнур, тебе 23, ты живешь в Маяках, ты написал хит. Это круто, это круто. Смотри, расскажи, пожалуйста, давай вот сразу, да, вот основные моменты мы обсудили в плане вот такие характеристики водные. Расскажи, пожалуйста, вот самое первое, вот что такое, почему так больно? Что это такое? Это симбиоз каких-то твоих мыслей, это, я не знаю, это страдания, переживания. Вот ты все правильно сказал, вот так и есть. Почему так больно? Это, ну, как трек, который посвящен девушке, естественно, я туда вложил свою душу, то есть все, что я переживал, я туда вложил, и, может, из-за этого она и как бы стала популярной. То есть, видимо, кто слушает, он чувствует это и может сопереживать, а может что-то свое вспоминать, понимаешь? Ну, то есть, так. Как был трек записан? Вот ты пришел с армии, да, как я понял? Я пошел в армию. Мы встречались с девушкой. Через полгода мы обоюдно решили, что мы останемся друзьями. То есть так случилось. У тебя не было выбора? Я не мог немножко, там причины такие были, то что. Да нет, на самом деле, вот я даже вот помню интервью давал в Уфе. Там неправильно сделали, вот про девушку выставили с плохой стороны. Такого не было. Вот реально было, то есть такое, что так вышло, что мы не то, что она не дождалась, да, а так это неправда. Есть на то причины, мы обоюдно, в общем, решили, что мы пока будем друзьями. После армии я пришел, у меня чувство сразу, как не знаю, я захотел возобновить отношения. И, собственно, была такая проблема, то что я говорил, ну, типа, давай встречаться, я тебя люблю, все дела, там, за ней бегаю, ухаживаю. Она не отвечала. Она... Взаимность. То есть 50 на 50, вот не было вот этого, определенности не было, и то, что меня бесило больше всего, наверное. То есть она не говорила нет, не говорила да, и вот эти слова, там, сделай же контрольный, типа, ну давай ты уже скажи, там, либо мы вместе, либо нет. Ну. В общем, каждое слово там пропитано, да, я правильно понимаю? Если разбирать текст, то почему так больно, сделай же контроль, ну типа шаг, да, я так понимаю, правильно? Да. Сама кухня вот этого трека, да, как она получилась? Вот окей, ты написал текст. Я написал полностью от начала до конца эту песню, то есть сначала бит написал, потом припев, он, вот, я не знаю, как это случилось, но он сам по себе пришел и пришел, я даже сам не понял, то есть это было мгновение, просто, ну, может, за минуту, то есть эти слова я не искал, они вот, ну, вышли и вышли, вот. И дальше я, ну, и куплеты я, соответственно, из своей истории, из своей жизни тоже сделал под ним. Прежде чем выпустить этот трек, я подумал, ну,
смысл мне его просто так выпускать, кто я такой, да, как бы, ну, то есть, ну, выпущу я его все. Ну ты чувствовал, что этот трек какой-то потенциально хороший? Ну, или как вообще? Если честно, нет. Нет. То есть он был для меня такой же, как и все, которые я сделал до этого. То есть до этого я где-то 3-4 трека уже сделал, вот как после армии пришел. Это был где-то 4-й, наверное. Я решил все-таки поступить разумно, то есть сделать с кем-нибудь фит, ну то есть совместно выпустить этот трек. Начал искать, с кем можно, ну, попробовать. И наткнулся сразу же на Тивана. Почему Тиван? Это, может быть, ты слушал его еще кассеты, может быть, ты слушал его, ну, в смысле... В общем, когда я был в армии, у меня друг под именем Акти, его зовут Тимур Актуганов, он тоже пишет песни, он записал с ним трек тоже с Тиваном, и я такой подумал, ничего себе, а я его в детстве слушал, этого Тивана, вот, вроде как, ну, такой крутой, довольно-таки популярный и известный, я такой думаю, ничего себе, и что почем, он говорит, всего, ну, там, он за 4000, что ли, с ним фит записал, я такой думаю, блин, ну, круто же. Совместная работа с Тиваном 4000 рублей. А сейчас уже нет. Сейчас уже больше. После «Почему так больно». Вряд ли 4000. Я слушал их трек совместный, то есть классно получилось, на самом деле, мне и голос Тивана понравился, я подумал, что я хочу также попробовать с ним сделать совместный трек. Я ему отправил минус, бит, ну демо-вариант полностью как бы, ему понравилось, он сказал, окей, давай сделаем, типа припев вообще типа крутой, то есть есть такие слова цепляющие, мне кажется, это даже хитовый, я прям помню, то есть он изначально уже понимал, что это может взорвать, ну то есть что-то есть в нем, он чувствовал, а я этого не чувствовал на самом деле, вот, и... Но он переделал куплеты, то есть у него свой стиль все-таки, он как я. А в куплетах только он, да, читает, я так понимаю? Да, ага. Первый и второй куплет, он, припев я. Вот, и, собственно, тебе не было обидно, что твои куплеты да нет, я ему ушли сам, в стол? Я даже ему сам предложил, типа, вот в припеве меня оставишь, будет нормально, типа, то есть меня это устраивает. Как бы. Мне кажется, он пожалел, что он сам припев не спел. А кто его знает, может быть, хитом ты не стал. Ну да, может быть, да. Голос решает. Дальше, как вот происходило все? Ты записал, получается, здесь, да? Ты записал вот на этой студии, в плане у себя дома? Да, как я записал на, грубо говоря, недорогой конденсаторный микрофон, бюджетный вариант, не помню какой, если честно, но такой за 15 тысяч какой-то, один из них уж. Я записал, свел, нет, я не свел, я отправил ему, то есть бит и свои дорожки, голоса. Он мне отправил обратно, то есть уже обработано. Мне не понравилось, честно скажу, потому что я там не звучал вообще, то есть все было как-то в моно, не было никакого, ну то есть я сказал, давай я себя сам сведу и тебе отправлю, а ты просто это добавишь. Он такой, окей, давай посмотрим. Я ему сам себя свел, то есть я эти же дорожки сам свел, как я слышу этот трек, этот припев. Отправил, он говорит, действительно, да, так лучше, типа, давай так и оставим. Вот, он сделал свои куплеты, прислал мне, ну, все уже демо-версию, я такой, блин, прикольно, типа, ну, интересно. Он такой, все, мы там уже с лейблом договорились, там, через неделю выпускаем, все должно быть, типа, отлично. В какой момент вы, собственно, запускали, в какой день? В декабре, месяц помню, а вот день нет, конечно. Ага. Айнур, расскажи, пожалуйста, вот чем ты зарабатываешь на хлеб сейчас, да? То есть это понятно, что сейчас ты еще пока не зарабатываешь музыкой на жизнь, гастролями там и прочее. Вот мы сейчас находимся в местном доме культуры. Что здесь происходит? Кем ты здесь работаешь вообще? Что ты здесь делаешь? Вот окна попросили ставить. Я ставлю окна. Нет, на самом деле я работаю режиссером массовых представлений в Доме культуры. Также на 0,5 ставки я работаю культоргом и на 0,25 ставки я работаю в молодежном клубе «Парус». Как ты вот это вот оцениваешь свою, собственно, ну, свою работу в ДК и артист? То есть, как ты считаешь, вот это вынужденная мера, да, я так понимаю? То есть, или тебе здесь нравится работать? Ты здесь прямо... Мне нравится здесь работать, тут есть время творчества. Ну, то есть тут делаешь дела, которые, ну, то есть по работе, и параллельно они как-то взаимосвязаны с твоим с творчеством. Они взаимосвязаны параллельно с творчеством, и все прекрасно. Вот было поначалу очень тяжело, когда я решил сюда устроиться на работу, потому что многие меня не понимали, даже те люди, которые работали здесь, они говорили, ты что сюда пришел, у тебя нефтяное образование, типа, иди на север, работай, там, типа, деньги, все дела. А я почему-то знал, что нет, я пришел куда надо, то есть я хочу двигаться по творческой линии. И вот, собственно, есть первые результаты того, что я начал доказывать, что не зря все.
самый интересный такой момент, конечно. Я до этого совместного фита именовался как Айнур, то есть Ай на английском, да, пробел и Нур. Ну, то есть, вот. И читается как бы Ай-Нур, да. Тион, Коля, когда написал лейблу и когда документы оформлял, каким-то образом он пропустил пробел и получилось Ильнур. Ну, то есть И-Нур. Ну, то есть, и все читают теперь не Айнур, а И-Нур. И в итоге, когда он мне уже прислал, то есть в демке еще, кстати, нормально было, а почему-то вот именно когда уже сам релиз был, вот там, я смотрю, ошибки. Ну, то есть трек уже все, на цифровых площадках, как бы по документам все уже готово, он мне присылает, вот, смотрите, типа, круто, вот, выпустили. Я такой, чё, типа, Инур? Я такой, ну, я как раз друг еще рядом был, типа, идем сюда, типа, чё, Инур, типа, мы там, ты чё там, начал ему писать, я не Инур, я Айнур, короче, ну, типа, напиши нормально, говорю, блин, мой Тимон, наверное, такой, типа, ну, господи, этот башкир достал меня уже. Какая разница, да, главное, что я там. Да. Ну и вот, в итоге Инур и осталось, потому что он объяснил тем, что уже в промо какие-то деньги вложены, то есть лейбл же он сам тоже, ну, пиарит как-то, как может, и говорит, что переименовывать уже, ну, не варик. Я такой, блин, ну и стал так, грубо говоря, теперь мой ник из-за этого почему так больно. Вот может из-за этого почему так больно, потому что Инур. Нет, смотри, а может быть этот трек поменял твой ник, и теперь как бы, Ну, да. теперь все попрет, как говорится. Да? Возможно. Окей, смотри, теперь ты будешь каждому объяснять, что теперь это как iPhone, Айнур, да? Или Вот нет, или останешься есть. Инуром, вот как быть теперь? Вот я, наверное, все-таки буду каждому, не буду лениться, я буду говорить нет, не. Вот, ну, бывает же, понимаешь, родители тоже называют своих детей как-то странным именем, там, не знаю. Вот как тебя зовут? Ильяс. Вот, Меня Ильяс. зовут. Вот, Хоть познакомились. Да, Ильяс, приятно. Так, вот видишь, странные имена, Ильяс, вот не повезло, но что сделать? Да, я всем говорю Ильяс, это как Илья, только S в конце. Ну, приходится объяснять, да, ты же не ленишься. Вот я так же. Еще европейцы называют Нормально. Ильис, вот так. Ильис, да. Мгм. Ну ладно, не суть, не обо мне речь. Смотри, другой вопрос. Вот после декабря, да, 2018 года, что изменилось? Вот что изменилось, как вообще обстоят дела сейчас? Ну, во-первых, я каждое утро просыпался с таким по 4, по 6, по 10 друзей ВКонтакте добавляется ко мне, там, в Инстаграме, то есть люди сами по себе начали что-то писать, там, типа, крутой трек, то есть и я потихоньку начал понимать, что, ну, что-то происходит, то есть что-то происходит, да. И в какой-то момент Тиван начал мне присылать отчеты, ну, то есть, смотри, типа, наш трек там в топ-100 в Яндекс, смотри, наш трек в топ-100 в Бум, да, там, уже 70, уже 40, и мы следим, он такой поднимается, мы такие, ничего себе, там. И когда он даже был, знаешь, на 40-х, на 30-х местах, мы думали, ну, типа, вот это да. Мы и подумать не могли, что он до второго места поднимется, то есть... Вот. Сколько он продержался, там, по неделе? На самом деле, вот, или честно как? скажу, он для обычного трека, он довольно-таки, он все еще в топ-100 находится, хотя мы его выпустили когда в декабре. И уже никак не рекламируется сейчас. Да, он сам по себе держится, то есть реально трек, получается, ну, показал, что он достойный, он все еще держится в топе, и он в топ-10 он реально долго продержался, то есть месяц 3 это точно, то есть 3 месяца в топ-10 это очень хороший результат. Такой вопрос. Суммарно вот этот вот трек, то, что он до сих пор в топе держится, он вот в месяц сколько приносил по деньгам? Можешь сказать? Это можно это так говорить? по-другому, можно это говорить, но это делать тут по-другому. По договору мне платят 2 раза в год, и первые выплаты будут как раз таки в июле, я их еще даже не получил. Все, ждем Ждем, да. Хорошо, ладно. Я надеюсь, тебя приятно удивит эта сумма. Ладно, давай не о деньгах, давай о другом. А как относится вот руководство к твоему, ну, собственно, Да, положительно. успеху пока вот, да, вот такому вот? Они все равно это, наверное, не понимают, что такое iTunes, что такое вот это вот, да, вот это все. Или как? Или они это все видят, мониторят? Нет, у нас руководство, вот мне очень повезло на самом деле с директором и, ну, с коллегами, то есть все поддерживают, все понимают. Они даже радуются, что очень приятно, то есть когда я вот выступал в Hip Hop My Day, я приехал, они, то есть у нас оперативка по понедельникам, первое, что они говорили, это вот у нас, ну, наш коллега Айнур приехал с Hip Hop My Day, расскажи, как там было, ну, то есть они прям всей душой, они рады за меня, и, то есть поддерживают, мне очень хорошо здесь. Ты
ты сам вот считаешь, что этот трек как-то изменил, ну, твою судьбу? Конечно, или нет? я поверил в себя, я что- начал сразу, я понял, что я прям точно буду музыкой заниматься. То есть, когда именно он был в топ-100, ну, в топ-10 даже, да, я прям такой знаю, ну, блин, вот же, ну, то есть, можно, ну, типа, вот, в чем проблема-то, ну, то есть, особо-то ничего, усилий-то не прилагалось. То есть, главное верить в себя и делать, и это как бы мне дало второе дыхание. Потому что, когда я пришел с армии, все же сразу, ну, что дальше, работать, там, куда, сюда. Я говорю, ну, то есть, и многие говорили, я нефтяной закончил, вот, и все говорили... Перспективный малай? На север, ну, Ага. как-то, или там на Никак завод. работы нет. Нет, ну, с нефтяным нет. Мгм. В город там или на север куда, ну, знаешь, стандартный вот эти путь, то есть, вот, я этого не хотел, я почему-то чувствовал, я вот во время армии, момент такой, то, что мы с девушкой все-таки обоюдно расстались, хоть мы это сделали обоюдно, но я грустил, и пока я грустил, за эти полгода у меня вот песен, наверное, 20, вот кто следил, там, мои друзья не видели, я каждый раз выкладываю там какую-нибудь песенку, ну, под другим никнеймом, правда, но песни реально такие красивые, и я периодически их воплощаю ну, то есть в жизнь, то есть они там записаны просто на гитару, и, ну, голос гитары, ничего такого, на диктофон записываю. Вот, эти песни я периодически сейчас делаю в электронный формат, перевожу, Потихоньку они, да, да, потихоньку. оживляются, окей. Сейчас у тебя новый альбом, сейчас ты его пишешь, что это такое? Это тот грустный Айнур, да, меланхоличный, Нет, или вот. нет, или что это такое? Новый альбом, как раз таки он в новом формате, то есть даже вот альбом, который с Тиваном вышел, наверное, там все еще тот прежний Айнур, который там еще «Почему так больно» писал, да, а здесь есть реально интересные, достойные треки, в которых я на самом деле очень верю, что они могут также попасть в топ-10 или там, ну, хотя бы на первом месте ВКонтакте. Но сейчас уже идет четкий расчет или все-таки душа Нет, в первую очередь? Тяжелый вопрос на самом деле. Знаешь как? Все-таки я стараюсь сохранить душу, но все-таки подстраиваться приходится под современный моду, стиль. Но я стараюсь сохранить все-таки то, что я вложил изначально туда. То есть слова, текст, как я пою, это все остается. Меняется, наверное, все-таки стиль, может подачи, может стиль музыки. Ну, то есть он все-таки должен быть в тренде, то есть чтобы качало, чтобы было интересно слушать. Ну. Очень ведь первое, что меняется, да, когда ты, ну, становишься более-менее популярным, это отклик людей в плане, может быть, какие-то самые странные предложения, которые приходили, может быть, в директ, я не знаю, голые титьки отправляют, нет, вот что вообще, что самое странное? К сожалению, пока такого нет. Ага. Ну нет, вот что самое странное было при живой-то девушке? Шутка. Это нехорошо. Она понимает не может. Ладно. Нет, ну серьезно, какие самые такие неадекватные, может быть, предложения? Может быть, какие-то интересные каверы отправляли, да, в плане? Может быть, я не знаю, американцы перепевали твои песни, да? Ну, что-то такое, что ты понимаешь, что да, блин, вот качнуло, вот это да, вот это круто. В ТикТоке очень много было каких-то несуразных, смешных вещей, там какая-нибудь смешная девочка, ну такая, знаешь, весит, она поет там не в ноты, и она популярна, ну то есть, и мне постоянно друзья, у меня друг Ильдар вот подкалывает постоянно, отправляет там, вот это, почему так больно как раз таки. Ну то есть, в ТикТоке очень много было видео всяких таких, были и нормальные, то есть, кто красиво пел, кто, то есть, относился не с приколом, а, ну, то есть, по-серьезному, вот, и периодически в месяц, там, раза, ну, не знаю, два точно, там, кто-нибудь фит предложит из таких, знаешь, тоже таких не сильно популярных, как я, к примеру, да, то есть, которые тоже просто кому понравился. Они предлагают, я слушаю, но вот честно скажу, пока еще не было такого, чтобы я послушал, я такой, блин, да, вот с ними я хочу сделать фит. Потому что в основном мне отправляют предложения рэперы, вот, которые читают в старом стиле еще, то есть, а мне это уже не нравится. Неинтересно, да. А вот другой вопрос, Тиван-то вернул гонорар после хита или нет? Но в плане, вот ты же заплатил. В июле. Нет, но тот, который ты заплатил за совместку. Да. Я ему заплатил, кстати, не 5, а 4, потому что мне не хватало. Я сказал, потом им дам. В итоге, да, он вернул эти деньги, потому что, ну, трек уже стрельнул, то есть, и плюс... То есть Тиван джентльмен? Конечно. Он крутой, на самом деле. Мы с ним общались вот на Hip Hop My Day 1 мая, вот. Я как бы до этого с ним вот, ну, общался по только сети, и все равно, когда вживую человек не видишь, тяжело представить, что он из себя представляет, да.
представить, что они себе представляют. Ладно, тяжело понять, что он из себя представляет. Вот. А он оказался такой нормальный, четкий пацан со своими понятиями. То есть он мне вполне понравился, и я бы хотел с ним дальше тоже, вот как меня Геншпиль, там, периодически выпускать треки, ну, не прям целые альбомы, знаешь, а вот, то есть вот как «Почему так больно», у нас же один трек был, вот так же потихоньку выпускать, почему нет, там, то есть мне нравится с ним работать. И хип-хоп My Day. Я, учась в Питере 4 года, каждый год пытался туда залезть. Вот каждый год туда пытался залезть. Ни разу ответа не было. Когда я увидел это видео... Как... Так больно! Сделай же! Стану птицей вольной, перестань больно! Душа не ломайся, уме загружайся! Потерял свойства, возник любися! Спасибо! Когда вот, собственно, вот там тысячи людей поют «Почему так больно», что чувствует автор в этот момент, да? То есть пели-то не слова, не куплеты Тивана, пели припев. Да. Вот, что ты чувствуешь в этот момент? У меня вот сейчас даже дрожь, да, по телу, я прям представляю вот эту большую сцену. Так, что я чувствовал? Ну, когда все пели именно припев, у меня было ощущение, что, может, я тут лишний, ну, типа, ну, то есть они все поют, я думаю, мне, ну, то есть петь, не пейте там. Я просто еще, когда пою, там было, знаешь, что тяжело? Мониторы то ли нехорошо были настроены, я себя плохо слышал. То есть я слышал толпу, как поет, себя я почти не слышал. Просто вы перекрикивали, возможно. Ну, не знаю, в чем было. И я все равно пел как-то, знаешь, может, там где-то не попадал, но тяжело было. Но все равно вот это ощущение, когда твои слова, твой мотив, твою песню поет там 30 тысяч человек, ты, ну, может, не все, конечно, но 30 тысяч от всего, может, кто... Ну, зрителей было 30 тысяч, да? Да. В Миякинском районе всего 25 тысяч населения. Ты можешь себе представить? Вот я посмотрел в Википедии, да, в районе 25 тысяч. Вот, смотри, 25 тысяч человек в Миякинском районе. А как ты можешь себе вот это представить, что весь Миякинский район сейчас на главной площади соберется, и вот какие-то чувства вообще, вот я боюсь себе представить, что это возможно вообще. Вот, то есть ноги подкашивались, я не знаю, потел. Вот, честно скажу, такого вообще не было. Я просто вышел и я кайфовал. То есть даже вот мой товарищ, я не знаю, не в обиду ему, но он, по-моему, немножко волновался на Тиван. То есть я чувствовал, он как будто немножко волнуется. То есть есть такое, переживал, может, чуть-чуть, но... А у меня почему-то такого не было. Я смотрю туда, ну, из-за кулис там все равно там видно немножко, да, там такая толпа, я такой прям хочу туда, прям хочу петь. Ну, то есть я просто вышел, кайфанул, получил удовольствие, ушел, и мне кажется, зрители это тоже чувствовали. Ну, то есть было круто, вот ощущение, я не пожалел, что я туда поехал, выступил, было все очень классно. Я туда ехал, кстати, с другом, с Ильдаром. Да, вот. ты постоянно про него пытаешься сказать. Ильдар — это вот, собственно, один из основателей бренда Home, да, который, собственно, стал известен не только в Республике Башкортостан, но и по всей стране, да и даже где-то вроде и дальше, да? Да, по всему. Вот, в общем, Ильдар отказался от этого, но занимаются этим другие люди. И Ильдар молодец, мы еще его снимем. Ильдар выбрал не смешные ролики в Инстаграме. Да, не смешные. Вообще. Хорошо. С кем удалось пообщаться на хип-хоп My Day? Вот давай об этом поговорим. Кто тебя больше всего поразил, кто тебе понравился? Ну, скажу по чесноку, мы с Ильдаром были как, знаешь, как, типа, это он, типа, знаешь, там, это Федук, давай сфоткайся с ним, подходим, можно сфоткаться, можно там сфотографироваться, начинаешь там расспрашивать, а как вообще, ну да. И они все, видно, что они насыщены уже вот этими разговорами, ну, то есть, мало кто у нас, ну, то есть, прям был такой... Как ты аккуратно сказал, что они оборзели, насыщены этим разговором. Федук вообще не сфоткался. Да. Это единственный, кто не сфоткался. Хлопья летят. Мы с ней, конечно, потом с Ильдаром его вслед сказали пару слов. Ну, хороших, естественно. Ну, конечно, миякинцы все говорят хорошие слова. Хлопья тебе в рот. Да. Ладно, в Миякинском районе главное не обижать Айдара Галимова, все у тебя будет хорошо. Конечно. Вот, Айдар Галимов вот сразу аж выправился. Да. Ладно, скажи, пожалуйста, нет, вот серьезно, с кем еще из артистов получилось пообщаться? Кто душевный, кто... Самый классный, кто мне запомнился, это Хлеб. Мы стояли за кулисами этого хип-хоп My Day, и к нам подходит диджей, подходит, он говорит, что, типа, ребята, вы с Уфы, там, ну, то есть он узнал у нас всегда, у него хом, у меня хом, он подошел, мы пообщались, то есть, видите, как сближает, бренд действительно хороший, то есть мы начали общаться, типа, и познакомились, подружились, там, обменялись контактами. Терри сам подошел, с ним пообщались, ну, то есть, классная штука. На осень, что ты планируешь? Что-то будет интересное? Ну, я пока точно знаю, что
продолжил заниматься музыкой, делать то, что у меня пока получается, то, что выходит изнутри, то есть передавать это в массу. Если подойти к любому человеку, ну, из молодых, да, ребят, в райцентре, здесь, в Маяка или где-нибудь, спросить, кто такой Айнур, они ответят песни твои или, не, или нет? Как ты думаешь? Ну, Айнуров много, но они, наверное, спросят, Газизулин, это почему так больно? Ну, типа, знаю. У нас рубрика «Зеленый диван», и сейчас мы будем звонить незнакомцам. Все очень просто. Мы сейчас с Айнуром будем по очереди говорить любую цифру и, собственно, дозваниваться. И до того, до кого дозвонимся, и если тот человек споет эту песню, ну, продолжит, да, то есть автор, продолжит, то, собственно, это будет бинго. Это будет самый большой наш успех. Номер моей мамы пойдет? Итак, давай. 8-9 мы уже вбили. Давай. 27. 20, по 2, да? Ну ладно, 27. 63, вот я добавил. 54. Я, да, добавляю. Так, давай 54, 91. И одну цифру еще надо выбрать. 1. Это, видимо, номер твоей мамы. Ты так уверенно сказал. Получилось, ладно, я так хотел. звоним. Все, мама не подъедет. Так. Мне прям стыдно, неудобно. А вы верите в Бога? Точнее, может. Да. Алло. Добрый день. Алло. Алло, слышите меня? Ничего страшного. Ну, она 8, по-любому 9. знала эту песню. Так, звони. Аппарат вызываемого абонента. Пробуем дальше. Мы по-любому дозвонимся. Так. Представляете, на собеседовании сидит такой. Ага. Ну ладно, у нас сегодня суббота. Президент сейчас звонит. А прикинь, мы угадали номер. Алло. Алло, добрый день. Только не бросайте трубку, пожалуйста. Я ведущий передачи. Можно с вами пообщаться? Не хочу. Видимо, Почему? Так больно. Сделай же контрольный. Счет есть. Мы же должны нашу рубрику. Алло. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Ильяс. На секундочку, можно вас отвлечь? Да. Ой, замечательно. Вас как зовут? Виктория. Виктория. Вы откуда? Пензенская область, Чудачаевка. Из Пензенской области. Смотрите, в моей студии сейчас, да, импровизационно сидит артист. Артист из Башкирии. Он написал хит, с которым выступает по всей стране, но он очень известен. Смотрите, сможете ли вы продолжить его самую, известную песню? Вот послушайте, сейчас он вам споет ее, да? Сейчас настроится, вот он распевается. И если вы продолжите, то это у нас будет победа. Ладно, вот давайте попробуем. Давай, Айнур, попробуй. Почему так больно? Сделай же контрольный. Стоп. Дальше знаете продолжение песни? Нет. Не знаете, да? Ну ладно, ну все, Айнур у нас плачет. Ладно, вам спасибо большое. Вам артист сейчас будет петь, вам нужно продолжить его песню. Эта песня вообще есть во всех машинах мимо проезжающих. Вы должны были ее слышать. Поехали. На тракторе работаю. На тракторе работаешь? Тогда вряд ли получится. А тем более. А магнитола есть? Ну такая, через раз. Ну да, есть так-то. Хорошо. Мои. Ну все, Артур, вас не остановить, пожалуйста. Сейчас выйдите с трактора. Давайте послушаем. Почему так больно? Сделай же контрольный. Стоп. Дальше. Сможете пропеть? Почему так больно? Сделай же контрольный. Вы должны были дальше продолжить. Можно еще? Да, еще раз. Почему так больно? Сделай же контрольный. Да, не помню. Знакомая песня так-то? Знакомая, да? Да. Ну ладно, вот вы познакомились с автором песни. Вам спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Вы вообще вот молодежную песни знаете, вообще ориентируетесь? Не, ну конечно, мне самому-то 20 лет только. Замечательно, это же здорово, молодость. Вот, артисту нашему тоже сегодня 23 года. На сегодня, завтра уже не знаю, сколько ему будет. И вот, смотрите, он споет свою самую известную песню, а вам нужно продолжить эту песню. Сможете? Справитесь? Ну, давайте. Давайте попробуем. Итак, Айнур, давай, начинай. Почему так больно? Сделай же контрольный. Стоп. Сможете дальше продолжить? Да, встану птичьей вольной. Ну, и...
Перестань довольна! Ура! Альберт, наконец-то! Мы звонили уже 100 раз людям, мне кажется. Альберт, вы настоящий молодец. Айнур вам передает привет. Большой пламенный привет, да. А вообще, как вы этого артиста знаете? Ну как? Ну, откуда? Где-то, может быть, услышали, друзья посоветовали. Ну вообще там концерт смотрел. Какой? Там по телевизору, что ли, это потом скачал себе музыку. Классно, классно. Альберт, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Какой-то Айнур ходит, концерты дает. Да, какой-то другой Айнур, который выступает на телеке. Да. А ты выступал на телевизионной версии? Честно, вам стало интересно. Мне кажется, ну ладно, Альберт молодец. Давай, 5. Зеленый диван удался. Айнур, сам, вот какие у тебя впечатления вообще? Что скажешь? Впечатления только самые наилучшие. Я сейчас выступил, получил удовольствие, познакомился с тобой. Это тоже круто, на самом деле. Нашел единомышленника, друга. Вот. Отличное впечатление. Мики One Love. Мики, делайте репосты, смотрите это видео. Возможно, Айнур для вас откроется по-новому.